Хризантема. Этот азиатский цветок можно встретить повсеместно в полях, в огородах, на приусадебных участках. Выращивают его и как декоративное растение. Хризантема относится к семейству астровых или сложноцветных. Свое название она получила из-за желтой окраски. Хризантема от греческого «златоцветный». Имеет этот цветок 42 разновидности, но мы сегодня расскажем, как черенковать хризантему из рода мультифлора. А поможет нам в этом ведущий специалист Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандикова. Для работы нам потребуется само маточное растение, с которого мы будем собирать черенки, секатор, корневин и грунт. Ну и, конечно, агроперлит и верховой торф. Начинаем с того, что ищем на хризантеме побеги, которые не успели зацвести. С нашим цветком нам пришлось потрудиться, поскольку найти на нем побеги без цветков было задачей нелегкой. Найдя такие побеги, надо их аккуратно срезать секатором. Вот у нас одревесневшая часть. Ее мы обрезаем где-то чуть-чуть ниже листика под почечкой. Нижние листья мы убираем. Таким образом, мы подготовили необходимый нам посадочный материал. Верхние листики необходимо обрезать наполовину. Нижние листики мы убрали, а верхние 2 листика мы подрезали. И вот череночки у нас готовы к посадке. Нижний срез должен быть под углом 45 градусов. При таком срезе у стебля увеличивается площадь питания, что способствует быстрому укоренению. Длина черенка при этом должна составлять 5-6 см. Грунт для укоренения наших хризантем желательно брать универсальный. Добавляем в него верховой торф и 10% агроперлита. И все тщательно перемешиваем. Далее с помощью пульверизатора опрыскиваем с добавлением фитоспорина наш грунт, так чтобы он был немного влажноват. Не так, чтобы прям вода стекала, а просто верхний слой промочить будет достаточно. Теперь повторно перемешиваем. Если вы видите, что субстрат еще суховатый, то можно еще немного увлажнить. Наполняем нашу емкость грунтом, в нашем случае это контейнер с крышечкой. Слегка утрамбовываем почву, затем с помощью деревянной палочки или карандаша делаем лунки. Их надо делать обязательно, так как хризантема очень ломкая. После макаем каждый черенок корневин и сажаем. Мы сбрызнем нашу грядочку слегка тем же раствором, что мы сбрызгивали почву. Буквально чуть-чуть, чтобы было как можно меньше загнивания. Накрываем наш контейнер крышкой, ставим черенки в светлое помещение, но при этом на них не должны падать прямые солнечные лучи. Оптимальная температура для проращивания 20-25 градусов. Необходимо регулярно проверять, в каком они состоянии, проветривать. Небольшой конденсат на крышечке и здоровый вид растений говорит, что все идет по плану. В течение 2-3 недель черенки будут наращивать корешки. После того, как произойдет укоренение, основной признак укоренения – это рост нового листика, рост побега. Необходимо пересадить растения в новые индивидуальные емкости. Воспользовавшись такими несложными советами, вы можете вырастить эти красивые цветы у себя дома, в саду, на приусадебном участке. Они не только радуют глаз своими яркими цветами, но и источают прекрасный аромат. А на Востоке их еще используют в народной медицине.